Власти Ингушетии решили придавать огласке имена нарушителей правил дорожного движения, работающих в органах государственной и муниципальной власти, а также правоохранительных структурах. Предложение озвучивать на сходах граждан и Совете Тейпов списки злостных нарушителей ПДД высказал глава Ингушетии в ходе встречи с руководителем МВД Дмитрием Кавой и секретарем Совбеза Ахмедом Дзейтовым. Кава сообщил, что праздничные мероприятия, приуроченные к Великой Победе в регионе, прошли без осложнений. Он также привел справку по статистике аварийности на дорогах республики. По его данным, в Ингушетии в прошлом году автоаварии унесли жизни более 70 человек. С начала этого года более 20. Каждое третье ДТП из-за выезда на полосу встречного движения влечет за собой смерть. Каждая четвертая авария из-за превышения скоростного режима бывает с теми же последствиями. У нас только за прошлый год в республике погибло 76 человек в результате дорожно-транспортных происшествий. В этом году уже погибло 21 человек. Причиной данного ситуации я вижу в том, что не действует или действует не в полной мере принцип неотвратимости наказания. Та трагедия, которая произошла 7 числа на федеральной трассе Кавказ, в результате которой 4 человека пострадало, 2 из которых погибли на месте, 2 попали в больницу, яркое тому подтверждение. Грубое нарушение правил дорожного движения. Те граждане, которые попали 7 числа в ДТП, мы проверили водителей, значит, у одного 20 с лишним административных правонарушений, из которых 19 административных правонарушений, из которых 9 не оплачено. У второго 54, из которых 36 не оплачены. То есть неотвратимость наказания в данной ситуации не действует. Я думаю, что здесь необходимо привлекать в том числе общественность, муниципальное образование с целью профилактики нарушений правил дорожного движения. Это позволит нам снизить смертность на дорогах. В конце мая начинается месяц Рамадан. Июнь месяц у нас целый месяц, там, до конца месяца будет месяц Рамадан. Может, мы сделаем такой жесткий месячник безопасности дорожного движения. Как раз и подготовимся к основным дням празднования Ураза Байрам. Здесь, конечно, в любом случае без комплексной работы как органов власти, так и сотрудников МВД, особенно ГИБДД, мы задачу не выполним. Неотвратимость наказания, она должна быть. Надо еще раз там проработать вопрос совместно с прокуратурой. Если человек имеет там от одного и более, или от 2 и более нарушений, штраф там и так далее, и он не оплачивает, тем более, то что нужно сделать, что могут делать органы власти с самим водителем, раз, как его привлечь к ответственности, там, заставить платить, и что может делать там органы правопорядка, тоже ГИБДД, с этой машиной. То есть имеет ли право там задержать эту машину, арестовать эту машину. Ну и, конечно, с нашей стороны тогда, и по линии там Совета Безопасности здесь поработать, общественность, молодежную организацию подключить, дружинников подключить, жесткость в тех вопросах, когда мы говорим по скоростному режиму, по выходу на встречную полосу. Для этого есть штатные сотрудники ДПС, которые работают. Во-вторых, какая-то такая обратная связь, чтобы жители могли бы информировать, если там на пути попадается вот такая нехорошая машина, которая там создает аварийную ситуацию. И плюс давайте еще раз проверим, посмотрим и какие-то такие ликбезы, там занятия в школах, как это у нас делается, так, в принципе, мы это наблюдаем, делаем, но все еще больше после соблюдения правил дорожного движения самими детьми.